Третья Сухумская школа имени Юрия Воронова – одно из исторических зданий столицы, построенных в 1900 году. В этой школе учились Фазиль Искандер, Юрий Воронов и другие исторические личности. Долгие 7 лет ремонта позади. 1 сентября школа откроет двери для 600 учащихся. В новом здании большой спортзал, предусмотрены раздевалки, отремонтирован актовый зал, появился медкабинет, столовая по всем евростандартам. Энергоснабжение и водоснабжение автономное, имеется вентиляция и видеонаблюдение. Встречая высоких гостей, министр образования и науки Отгур Кокоба и дирекция школы выразили благодарность руководству России за оказываемую помощь. Помощник президента России Владислав Сурков, начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олег Говорун, премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц, вице-премьер Беслан Эшба, министр образования Отгур Кокоба осмотрели классы, спортзал, учительскую, актовый зал. Увиденным они остались довольны. Я просто рад и за учителей, и особенно за детей, которые здесь будут учиться. Мне очень приятно это видеть, что работа проделана достойно, и что в системе образования такой хороший вклад. В эксплуатацию этой школы даст возможность детям вернуться в эту школу. Возможности немаленькие, порядка 650 мест для детей, поэтому в этом году мы завершаем. Вы знаете историю реконструкции этой школы, он был еще в комплексном плане 2010-2013 года. Далее он вошел в инвестпрограмму 15-17, и вот сейчас мы можем констатировать факт завершения ремонтных работ. Затем гости направились в республиканскую библиотеку имени Ивана Папаскир, которая совсем недавно открылась после реконструкции. Здесь их встречали министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арцалия, директор и коллектив библиотеки, которые выразили благодарность за помощь в восстановлении культурных объектов страны. Капитальный ремонт здания Национальной библиотеки Абхазии шел с августа 2012 года по сентябрь 2015. На 4 этажах библиотеки расположены отраслевые фонды, читальные залы, отдел периодики, абонентский отдел, фонды хранения, электронная библиотека, отдел краеведческих книг. Владислав Сурков и Беслан Барцыц, а также другие гости осмотрели главные залы библиотеки, мемориальный музей Ивана Папаскир. Борис Чолария с гордостью продемонстрировал гостям антикварную мебель, принадлежавшую последнему владетельному князю Абхазии Александру Шервашидзе Чачба, а также серию книг «Живая старина» и «Первое Евангелие» на абхазском языке. Стоит штампик, видите, Париж-Одесса. Морским путем он был доставлен в Одессу, а из Одессы уже в Сухуми. В завершении премьер-министр Беслан Барцыц и Владислав Сурков подвели итоги рабочей встречи. Мы и посетили сейчас объекты, и видим, что все это развивается в нужном направлении. Также провели рабочее совещание вместе с премьер-министром и тоже обменялись мнениями. Не вдаваясь в детализацию, также встретились с парламентариями. И не буду сейчас сыпать цифрами, фактами, вы все их знаете, они публикуются в открытой прессе. Все, что намечено, будет сделано. И все, о чем Россия и Абхазия договаривались в экономической, в социальной сфере, все это реализуется. Нет ни одного на сегодняшний день проваленного вопроса. Это очень приятно. Как вам наша погода? Ну, честно, чересчур. Она, знаете, лучший враг хорошего. Вот она не хорошая, она лучшая. Я вот предпочел бы просто хорошую погоду. Но, честно говоря, жарковато. И, может быть, из-за контраста, потому что в Москве мы вылетали, было где-то там довольно прохладно, плюс 17, ливень. И, наверное, мы так еще не успели адаптироваться. Но в целом прекрасно солнце. Мы посетили сейчас объекты, которые завершены в рамках, некоторые из них были начаты в рамках комплексного плана и завершены были в рамках инвестпрограммы 15-17. Но сегодня могу сказать о том, что инвестпрограмма 17-19 и те вопросы, которые поднимала абхазская сторона при участии Владислава Юрьевича и всех коллег, все те заявки на увеличение лимита финансирования на этот текущий год, они нашли полную поддержку и понимание. Сегодня мы можем вам заявить, что авансовые платежи все поступили в республику, и сегодня уже по ним начались работы по всем районам Абхазии. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто оказывал поддержку и помощь в этом лице Владислава Юрьевича, все руководство Российской Федерации. Спасибо вам большое за слова. Успехов вам. Спасибо. Сегодня же помощник президента России Владислав Сурков отбыл из Абхазии. Ирина Аршба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.